Добрый вечер. 17 ноября, 994-й день аннексии Крыма. Сегодня в выпуске «Заман». В Крыму прошли очередные задержания и обыски у крымских татар. Силовики увірвалися в дім, поставили на коліна. Верховная Рада выделила деньги на АТР. 227 за. Решение принято. Кирчане возмущены поборами за капремонт своих домов. Мы вас будем менять. В оккупированном Крыму очередные обыски и задержания. В селе Отрадное Бахчисарайского района провели обыск в доме шерифа Ганиева. Его 20-летнего родственника Эмира Хасанова якобы подозревают в краже. Парня отвезли в отделение полиции. В ходе обыска искали наркотики, оружие, запрещенную литературу. В селе Софиевка Симферопольского района прошел обыск в доме местного предпринимателя Юсуфа. Фамилия нам неизвестна. По сообщению заместителя председателя Меджлиса Наримана Джиляла, силовики привезли свидетелей с собой. После обыска они и увезли сына Юсуфа Фивзи в отделение полиции. Силовики увірвалися в дім, поставили на коліна і старших, і молодших. Бистро оглянули будинок. Тільки після того дозволили встати і почали самий обшук. Не дали дзвонити будь-кому. На обыск в оккупированном Крыму отреагировали в украинской прокуратуре Крыма. Уже открыли уголовное производство. Санкция статьи до 5 лет лишения свободы. Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного позбавлення волі та порушення недоторканності житла. Буде перевірено обставини правопорушень щодо кримських татар та буде надано належну правову оцінку діям винних осіб. Оккупанты используют карательную психиатрию. Муслима Алиева, которого обвиняют в причастности к Хизбут-Тахрир, вывезли в психиатрическую больницу. Скорее всего, для принудительной экспертизы, считает адвокат Эмиль Курбединов. По его мнению, в ближайшее время все 6 обвиняемых попадут под каток карательной психиатрии. Сейчас, на данный момент, мы постараемся непосредственно с ним увидеться уже там, куда его привезли. Я видел не так давно 6 постановлений в отношении 6 человек. Эти постановления, значит, предписывали всех вывести на принудительную психиатрическую экспертизу. Эти постановления были от Федеральной службы безопасности и уже были заверены. Прохождение психиатрической экспертизы не обязательно. Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров рассказал, что статья, по которой обвиняют Муслима Алиева и других фигурантов, не предусматривает психиатрической экспертизы. На днях все 6 обвиняемых по так называемому делу Хизбут-Тахрир отказались от экспертизы в знак солидарности с Ильми Умеровым. Потому что они в знак солидарности со мной отказались от амбулаторной психиатрической экспертизы, считая, что им нет необходимости проводить подобную экспертизу. Вообще при статье, которая им инкриминируется, психиатрическая экспертиза не является обязательной. Это тоже один из методов воздействия, один из методов давления или, можно сказать, одна большая пытка. Пророссийские активисты на митинге 26 февраля 2014 года пытались вытеснить с площади перед крымским парламентом крымских татар. Такие показания на заседании суда по так называемому делу Ахтема Чийгоза дал один из участников этого митинга, который в деле заявлен как свидетель. Об этом после 42-го судебного заседания рассказал адвокат заместителя председателя Меджлиса Николай Полозов. Также он подтвердил, что на автобусах организованно подъезжала группа людей из Севастополя, не менее 100 человек, с флагами России и Севастополя, и принимали участие в выдавливании крымских татар. Правозащитники подали в Международный уголовный суд доказательства нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Среди предоставленных фактов материалы 7 убийств, 15 насильственных исчезновений, 90 случаев незаконного содержания под стражей, 39 случаев пыток и других форм нечеловеческого обращения. Эти доказательства являются широкомасштабными и систематическими. Именно поэтому эти доказательства были поданы в суд вчера нами, согласно статье 15 Римского статута. Мы хотим бороться с безнаказанностью и хотим, чтобы Международный уголовный суд привлек к ответственности преступников.
Мы хотим, чтобы суд начал официальное расследование, установил виновных и привлек их к ответственности. В отчете подчеркивается, что масштабная атака на крымско-татарское население организована и тщательно спланирована и дирижировалась властью Российской Федерации. 30 миллионов для крымских телеканалов, среди которых телеканал АТР. Сегодня Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Со второй попытки «за» проголосовали 227 депутатов. Детали в сюжете. Все-таки буду апелювати до колег, які зараз знаходяться в кулуарах, в їдальні. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает народных депутатов зайти в сессионный зал. На повестке дня законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, который позволит выделить денежные средства на поддержку телерадиокомпании Крыма и Севастополя. АТР – це був єдиний канал, який на весь світ в режимі онлайн демонстрував, як йде агресія російська. Більше жодного каналу там не було. Вони забрали нас все. Ми забрали наших дітей, журналістів, операторів. Ми їх перевезли до Києву. 60 людей ми тут розселили, які працюють на цьому каналі. Ми виходимо, ми ні на день не зупинилися. Ми виходимо, але ми не можемо все покривати. При обсуждении большинство депутатов, которые выходят на трибуну, поддерживают изменения в бюджетный кодекс. Ми сьогодні маємо віддати шану цьому народу, який сьогодні лишається там, на окупованій території Криму. І сьогодні АТР – це є телекомпанія, яка мовить в Києві, в якої борги, які не продовжують ліцензію, не хочуть цю ліцензію давати безкоштовно. Вдумайтеся. Її дивляться ті представники кримсько-татарського народу по супутнику, по інтернету. Вони дивляться її, повірте, я це точно знаю. Ми повинні профінансувати єдину телерадіокомпанію, яка інформує кримських татар та українців, які знаходяться зараз в окупованому Криму, і повернути цими діями Крим до України. Однако депутат от Відродження Антон Яценко выступил против. Он уверен, государство не может поддерживать частные телеканалы. Знов-таки, ця компанія не знаходиться в державній власності, і загальна концепція українська, якщо я не помиляюсь, ми приймали, що припинити взагалі фінансування будь-яких засобів масової інформації. Мова зараз йде фактично перерозподілити 30 мільйонів гривень на конкретно взяту компанію. Голосуют 214. Изменения не проходят. Андрей Порубий просит депутатов вернуться в сессионный зал. Получает согласие депутатов на повторное голосование и вновь предлагает поддержать крымские СМИ. За проголосовали 227 депутатов. Вітаємо наших колег кримських татар. Я аж біг, щоб встигнути, дзвонив колега Логвинський. Мені було б соромно не проголосувати, я знав, що голосує фракція, я аж біг там з одного засідання. Шаркта Юс Бергенбір, Тарафтан Маджали. Я вважаю, що українці як політичну націю неможливо уявити без ролі кримських татар. 0 голосов «за» от Опоблока и «Самопомощи». Фракции львовского мэра Садового заявили, не будут участвовать в голосовании в парламенте, пока не рассмотрят вопрос о привлечении к ответственности депутата от Опоблока Вадима Новинского. Це, звичайно, добре рішення, і ми підтримуємо його, і підтримували. І те, що сьогодні ми хотіли заакцентувати і вашу увагу, всього цього може бути не потрібно, коли парламент розвалять олигархичные коррупционные силы. Теперь этот документ должен подписать председатель парламента и президент. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка и Асан Иминов. Заман, АТР. На стихийщиков натравят ОМОН. Глава пророссийской администрации Крыма Сергей Аксенов призвал бороться со стихийной торговлей в Бахчисарае. Об этом он заявил на совещании с руководителями местных администраций оккупированного полуострова. Кроме того, все, кто захочет торговать на запрещенной территории, будут платить штраф до 5 необлагаемых минимальных доходов граждан. В Бахчисарае, там, Юрий Николаевич, там надо будет вам высадиться вместе с полицией, то есть как бы с ОМОНом, там у них мошенников, группа на стройплощадке проводит там самостоятельно там торговлю там сельхозпродукцией, собирает деньги с людей, то есть в данном случае ну, на месте не приспособлено, плевать на всех хотели, то есть ну просто вот обнаглевшие, то есть лица, ну есть этот пример резиновой палкой по спине. В
В Керчи общественные собрания превратились в митинг. Горожане собрались, чтобы обсудить капремонт. Они жалуются на высокие тарифы. Когда начнется сам ремонт, неизвестно, и жители боятся, что не доживут. Счет для капремонта общий. То есть, если жители одного дома внесут свою долю, то работы не начнутся, пока весь город не оплатит ремонт. Представители оккупационных властей пытались пригрозить штрафами за неуплаченные счета, на что горожане выразили протест. Во-первых, дома 50-х годов строились. Накопительный фонд – это и был для капремонта. Распался СССР. Этот накопительный фонд раздербонили. Мы сейчас должны опять платить за этот капремонт. Мы вас будем менять. Крымские города теряют зелень. В Феодосии вслед за Симферополем и Севастополем началось масштабное спиливание деревьев. Общественные активисты считают, что таким образом идет распределение городского бюджета. Крымский общественник Александр Талипов разместил видео с кадрами вырубки деревьев в Феодосии. Идет целенаправленное освоение средств бюджета путем вырубки живых и здоровых деревьев. Южный город Феодосия летом в солнцепек остается без малейшей тени. Варварское уничтожение. Создать парламентскую комиссию и расследовать, куда идут деньги международных доноров, выделенных переселенцам. Такие требования сегодня озвучили представители общественных организаций на пикете возле Верховной Рады. По данным активистов, за 2 с лишним года Евросоюз выделил около 3 миллионов евро на программы обустройства тех, кто был вынужден уехать из Крыма и Донбасса. Узнать в Кабмине, куда пошли эти деньги, пикетчики не смогли. На различные программы по адаптации переселенцев, на жилье и так далее было выделено Украине 300 миллионов евро на переселенцев. Они провели сами проверку выделенных средств, и оказалось, что на переселенцев с этой суммы было потрачено не более 5%. И вот это вот очень сильно возмущает нас. Речь идет о миллионах долларов, миллионах евро, которые заходили на Министерство финансов, которые заходили на Минрегионбуд, на Министерство социальной политики. Мы требуем, чтобы была проведена объективная проверка использования тех денежных средств, которые пришли в Украину. Газ в Генически есть, и он украинский. Журналисты Крым-Реалии спросили жителей Херсонской области, знают ли они о том, что просили Путина помочь крымским газом материковой части Украины. Я не просил, я даже не знал, что просили. У нас своего хватает газа, прямо Аксенов. Не знаю, кто просил, у нас свой газ есть. К нему обращался с просьбой о газе, не слышала, конечно. Я считаю, что это вообще отвратительный поступок. Слышал, но это все ложь. Я не верю. А кто просил, вы знаете? Не знаю. Без понятия. Не знаю. Вы не просили? Нет, не просил. Решение Гаагского трибунала в отношении оккупации украинских территорий, решение ООН по правовой ситуации в Крыму, а также влияние крымского вопроса на международную политику. Тема программы «Майбутнє Крыму» сразу после «Заман». Не пропустите. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.